Аԥсныжәлар рџьышьтәылатә еибашьреи зхатәгәаԥхарала иаанаҳҵеитшәа ирыцеибашьаз анхыҵааи рызҵаареи накәзаалак ҳтәыла аҭоурых аҿы ҭыԥ ҷыда ааннакылоит. Нанҳәа мза жәиԥшь рзы Қырҭтәыла Аԥсны иақәлеит. Нанҳәа жәохә рзы адоброволеццәа аԥхьатәи ргәыԥ Аԥсныҟа иааны абџьар иаҵагылеит. Урыстәыла аладатәи арегионқәа рҟны рымҽхак аҭбаахара иаҿын аԥсуа жәлар рыцхыраара згәы иҭазкыз аибашьцәа рхеидкылақәа. Уи нас жәашықәса рышьҭахь Урыстәыла Аҳәынҭқарратә Дума иаднакылаз аҳәамҭаҿы иазгәаҭан абас: Қырҭтәылатәи амчрақәа излагаз аибашьраҿы аԥсуа жәлар иаадырԥшит иреиӷьыз аҟазшьақәа, апатриотизм ду, афырхаҵара, аиҿкаара, аҭагылазаашьа бааԥсыз аԥсуаа ирыдгылт егьырҭ амилаҭқәагьы, зхатәгәаԥхарала амҩа иқәлаз аибашьцәа. Аполитикатә хәааҟаҵаҩцәагьы шызгәарҭахьоу еиԥш, араҟа аԥыжәара агон адацԥашә, аиашьара, аиашара, ауаҩра. Нанҳәа зеиӷьу рзы ичеркеск имҩаԥысуан амитинг, нхыҵаа рыҷкәынцәа Аԥсныҟа амҩа рықәлара иазкыз. Убра аибашьцәа ҭоуба руан. Абарҭ аминуҭқәа инадыркны Аԥсны аиҳабыра рахь аҳәара ҳамоуп ҳазынтәыгьы ҳаԥсуаа наҳрыԥхьаӡарц. Иахьанахыс Аԥсны ахьчара иаҳуалуп, иаҳзинуп, иаҳҭакԥхықәруп ҳәа. Абас икуан нахыҵ Кавказ ажәларқәа рхаҭарнакцәа. Нас аибашьра анцоз аҳәаанырхтәи ажурналистцәа Владислав Арӡынба лассы-лассы иазҵаауан абарҭ анхыҵынтәи аибашьцәа хәыда-ԥсада еибашьуама ҳәа. Аҭакс ираҳауазгьы ак акәын. Урҭ еибашьуеит аиашазы аиашьара дуӡӡа аарԥшны. Аԥсуатәи рхәаԥшра архиваҿы иҳамоуп аҭоурыхтә нҵамҭақәа. Урҭ руак аҟны Владислав Григори-иԥа зхатәгәаԥхарала иеибашьуаз рыӡбахә инарҭбааны далацәажәоит. Шәаргьы шәахәаԥшырц ишәыдаагылоит уи анҵамҭа. Самый главный вопрос. Сейчас средства массовой информации много говорят о конфедерации горских народов, которая незаконно помогает Абхазии в этой войне. Их обвиняют в том, что они являются наемниками, вы платите им деньги, и они воюют на вашей стороне. Что вы можете сказать по этому поводу? Действительно, средства массовой информации Грузии и некоторые России развернули такую мощную пропагандистскую кампанию по дискредитации тех людей, которые прибыли в Абхазию, чтобы защищать ее народ. Действительно говорят, что это наемники, что они получают плату, что они не подчиняются приказам командования. Я думаю, это абсолютная ложь, потому что единственная плата тем людям, которые пришли помогать Абхазии, это право быть и стоять вместе с нами здесь, защищая Абхазию. И это вполне дисциплинированные и мужественные воины, которые защищают Абхазию. Должен сказать, что кроме представителей народов Северного Кавказа, здесь очень много русских, причем ребят как Северного Кавказа, так и из Москвы, Ленинграда, которые тоже прибыли сюда по зову своего сердца. Я должен отметить, что в частности в заявлении Президиума Верховного Совета Российской Федерации они названы добровольцами. И действительно их действия подпадают под положение Гаагской конвенции 1907 года, в которой речь идет как раз о добровольцах, и участницей этой конвенции является и Россия. И с моей точки зрения, ни с правовой, ни с нравственной точки зрения нельзя оправдать возбуждение уголовного дела против Конфедерации горских народов Кавказа. Уголовное дело возбуждается против тех, кто борется против геноцида, а не против гражданина России Эдуарда Шеварднадзе, который является инициатором и руководителем этой акции, вопиющей акции в Абхазии. А вообще, как вы считаете, они получают деньги? Вот у вас есть какие-то официальные данные, что вот эти ребята, которые воюют на вашей стороне, за что тогда им воевать, если не за деньги? За что, скажем, воевали, в принципе, люди в Приднестровье, которые отправлялись для того, чтобы помочь народу Приднестровья, за то, чтобы отстоять, понимаете, идет вопиющее нарушение прав человека.
идет уничтожение народа, причем уничтожение в первую очередь гражданского населения. Это происходит на глазах всего мира. И люди пришли, видя эту вопиющую несправедливость, вместе с нами защищать Абхазию. И вот, по-моему, такой главный мотив участия этих людей здесь. И они говорят о том, что не уйдут, пока не решится вопрос и не будет остановлено уничтожение гражданского населения, уничтожение народа Абхазии. Конфедерация горских народов в большей степени объединяет все-таки мусульманское население. Как вы относитесь вот к этой проблеме? Потому что сейчас уже стали говорить о том, что идет как бы мусульманизация Абхазии, то есть мусульмане, турки, мусульмане, Конфедерация горских народов помогают православным, ну, христианам, скажем так. То есть это как-то немножко не согласуется по вероисповеданию. Ну, я думаю, это тоже очередное, это подтасовка фактов, потому что, во-первых, на Северном Кавказе ведь живут, и северокавказцы это не одни мусульмане и христиане. Во-вторых, значительная часть населения Абхазии это христиане, и Абхазия древняя страна христианства. Вот. Поэтому я думаю, что это просто специально подкидывается такая версия по поводу вот так мусульманского фактора, для того, чтобы как бы стало все понятно, что здесь идет по как бы религиозному признаку. Вот. Но в действительности в любой цивилизованной стране, и каковой, я считаю, относится и Абхазия, могут существовать и должны существовать любые конфессии, от христианской, там, скажем, даистской и другой. Это нормальная форма существования любого государства и любого общества. Еще один вопрос в связи с тем, что идет война, происходят какие-то события, то есть грабежи, насилие, мародерство. Известны ли вам факты, грузинская сторона об этом много говорит, известны ли вам факты насилия над грузинским населением, которое проживает сейчас на территории, которая находится под непосредственным руководством Абхазии? Ну, во-первых, наверное, для того, чтобы говорить об этом, надо сравнить две территории, то есть территорию оккупированную и территорию, которая контролируется законными органами власти Абхазии. Да. И, наверное, я бы предпочел, чтобы это было осуществлено журналистами, так сказать, нейтральными, которые бы могли бы посетить все районы и сравнить, каково положение вот на местах. Действительно, есть отдельные случаи и на нашей территории, где производят, скажем, есть акты насилия. Не над населением, а над конкретными людьми, но есть такие акты, но можно связаться с прокуратурой, по всем этим фактам возбуждены уголовные дела. Вот. Мы считаем, что состояние войны не только не может оправдать подобных фактов, но наоборот, в условиях вот войны и военного положения, наоборот, должна быть усилена вот работа по пресечению подобных фактов. Более того, я должен вам назвать, что когда у нас несколько было, скажем, информации на этот счет, мы специально отправляли людей, которые охраняют эти грузинские села для того, чтобы подобные вот действия не имели места. Как вы думаете, для чего как бы делать из мухи слона и раздувать, может быть, гиперболизировать факты с одной стороны и помешать факты с другой стороны? Кому это выгоднее? Ну, это совершенно очевидно, кому выгодно. Потому что ведь, представьте себе, жили мы в тихой, спокойной республике. Ведь на территории Абхазии было десятки тысяч отдыхающих. Это вообще все, что вот произошло в Абхазии, мной и наверняка многими людьми воспринимается как страшный кошмарный сон. Кошмарный сон, от которого вот хочется проснуться, чтобы вот все как бы восстановилось и было в норме, но это невозможно. Люди спокойные, которые гуляют по городу, отдыхающие, которые вот купаются на пляже, вдруг появляются танки, там, вертолеты, которые ракетами начинают обстрелять, стрелять по пляжу. Это, понимаете, это страшный ужас и кошмар. Ведь до того, как если здесь были отдыхающие, и здесь, то значит, это свидетельство того, что здесь была стабильная и спокойная обстановка. Стабильная обстановка. Кто принес сюда все это? Это принесли сюда те войска, которые начали оккупировать территорию, начали массовое преследование. Вот. Мы можем привести не факты, а тысячи фактов. Тысячи фактов мародерства, грабежа, насилия, террора по отношению. Это, кстати, это не то, что было, это то, что сегодня осуществляется на всей территории. Ведь сегодня, вот, несмотря на решение о прекращении огня, ведется бомбардировка сел. Бомбардировка Кварчели, города Горняков, в котором, кстати, почти 30-40% населения русские. Вот. Огромные бомбы сбрасывают, не только ракеты, и бомбы. Это уничтожение гражданского населения. Кто это осуществляет?
И все-таки ваш прогноз, каким образом можно выйти из создавшегося положения? Я думаю, что есть причина того, почему все это здесь производится. Это ввод войск Госсовета Грузии на территорию Абхазии, оккупация ее территории, это геноцид абхазского народа, это изгнание с территории Абхазии вот, негрузинского населения, русских, армян, греков, представителей других национальностей. То есть идет процесс вот, воплощения так бы, в жизнь бредовой, я бы сказал, даже фашистской идеи превращения вот, Грузии в мононациональную республику. Поэтому единственный способ решения этой проблемы – это вывод всех оккупационных войск с территории Абхазии с тем, чтобы можно было нормализовать здесь обстановку. Но, во-первых, вы знаете то при соотношении сил, которое вот, существует, против нас сосредоточена огромная военная машина. Для маленькой Абхазии это действительно огромная военная машина. Вот, и эта машина постоянно пополняется. Вот. И в действительности прямо вот 15 сентября во время встречи в Сочи министром обороны Грузии было официально заявлено, вот, что если в течение 10 дней значит, вот, представители конфедерации не будут выведены с территории Абхазии, то будет начато новое наступление. И факты, во-первых, информация, разведданные, которую мы получаем, кроме того, конкретные факты свидетельствуют о том, что действительно ведется подготовка к широкомасштабным действиям. Значит, во-первых, завозится, во-первых, значит, оружие, завозятся опять люди, они поступают и морем, и поступают и воздухом. Идет складирование большого количества боеприпасов, причем очень много завезено бомб, хранятся они в Сухумском аэропорту. Только вчера их наблюдали, сотни бомб, которые туда завезены. Сюда намерены перебросить реактивные истребители, которые вот были в свое время переданы Закавказским военным округом, это Су-25 и МиГи, перебросят сюда. Вот, и ведется полномасштабная подготовка к новому наступлению, которое, по нашим данным, должно начаться в самые ближайшие дни. Поэтому, имея эту информацию, я только что отправил телеграмму всем руководителям республик, руководителям Российской Федерации, вот, где выражается озабоченность по этим фактам, и я обращаюсь с просьбой принятия срочных мер по недопущению начала нового кровопролития. Я не слышал, не знаю ни одного заявления, которое бы сделал господин Кавсадзе по поводу вот, преступлений против человечности, которые осуществляются здесь грузинскими войсками. И поскольку нет таких заявлений, вот, а он является одним из членов Госсовета, я считаю, что он является и одновременно одним из соучастников тех вот, преступлений, которые совершаются в Абхазии. Должен напомнить, что Президиум Верховного Совета Абхазии 15 сентября принял два постановления. Одно об агрессии против Республики Абхазии, а другое о геноциде абхазского народа. Оба эти документа направлены генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой о принятии международно-правовых санкций против Грузии, как вот государства, совершающего эти акции. И действительно, в Абхазии идет и совершается преступление против человечности. Вот, идет имеет место массовый террор, вот, массовые грабежи, мародерство. Кстати, должен вам сказать, что уже, по-моему, по 5-му разу обходят квартиры людей в городе Сухуми, и все награбленное официально на баржах и самолетами официально вывозится, вот сегодня даже продолжается, вывозится вот из города. И таким образом на деле осуществляется цель вот этих войск. Первое – оккупация территории Абхазии. Это геноцид абхазского народа, упразднение его государственности и изгнание с территории Абхазии всего вот, иноязычного населения.